Привет, друзья! У нас идет дальнейшая, как сказать, обработка, не обработка, сохранение. Я уже говорил вам, рыба дошла. Теперь у нас освободили морозильную камеру, и мы все это будем замораживать, так как дальше держать смысла нету. Рыба уже готовая, слишком долго тоже она будет мягкой слишком. Вот. Так, крупных два уже все положи. Мелких по 3 штуки, крупных по 2. Очень крупных можно по 1 штуке. Вот. А этих опусков мы сейчас развесим, немножко подвялим и будем коптить. Язь будет у нас замороженный. В любой момент, когда захотелось яська, достали пакетик, разморозили, и он будет вкусняшкой. А это мы сейчас все будем коптить. Сейчас немножко подвялим сначала, а потом закоптим. А потом я вам покажу, что из этого получится. Все, пока. Наш белый рыбку охраняет, да, белый? Белый. Пойду в воду. Белый, Марс. Марс. Висит груши, нельзя скушать, да, белый? Охраняй, охраняй, молодец. Идет очередной этап подготовки к заготовке. Вот. Делаю вот такие с алюминиевой проволоки висюльки. Сюда рыбку и на веревочку. Вот так вот, чтобы стекла лишняя влага. При копчении, если лишняя влага не стечет, у нас получится вареная рыба, а не копченая. Надо, чтобы день-два повисела. Делается вот так вот. Раз. Все, готово. Тут потом все берется. Как-то вот так. Вот, друзья. Вот такая вот висюлька. Вот такая вот вешалка. День-два лишнего влага течет. И будем коптить. До следующего этапа. Прошло 3 дня. Вот так вот выглядит вяленый окунь. Он сушеный, можно сказать, практически. Но не совсем как деревяшка. Провяленный хорошо. А вот это позавчера вечером прокоптили. Вот это конечный продукт копчения. Жалко, не смог заснять сам процесс копчения, так как ездил с друзьями на рыбалку, коптили без меня. Вот это так вот выглядит копченый окунь. Жалко, нельзя передать запах. Запах просто обалденный. Как-нибудь я обязательно вам покажу саму коптильню и процесс. Ну, как-то вот так. Такой вот продукт получился классный. Пока. Всем пока.